Встаем! Турндар, жигиттер! Давайте, пацаны, 5 минут. Ассаламу алейкум. Кроссовки, встаем! Я когда открыл глаза, я сначала не поверил, я думаю, блин, чё, Фаниль стоит, Данил стоит, блин, я думаю, в натуре это чё мне снится? Я вот так глаза протер. Давайте. Ассаламу алейкум. Так, подъем был такой, я в шоке был, в 7 утра залетают, да, все тренера залетают, эй, все, давай, вставай. Ема! 5 минут, ребят! Ұйқылы болсын, тұрасын, Фанилмен кім тұрады? Даниэль. Арманда андай болды. Во, сразу в форме надо спать, хорош. Доброе утро. Ассаламу алейкум, звезда. Это все фигня. Еще выйти надо после такой комнаты. Выходите, говорит. Там очередь из 5 человек в туалете стоит. А как я тебе выйду по-братски? Куда я должен побежать? Я еще приехал, думаю, куда что делать? Куда что делать? Я вышел, думаю, писец, короче, это суета вся пошла. Бірінші мен кіріп кеттім өзім неге. Жуынуға қалған кейбір балдар жуынған жоқ. Добрый обед. Доброе утро. Для кого-то доброе, для кого-то нет. Мы вот тоже с Бексом с утра классно позавтракали. Там еще, кстати, бассейн открыли уже. Зубы не почистил, сразу в бассейн, короче. Вот там шведский стол. Отсюда вот так как. Ну, как до того дерева, короче. Да? Да. А, да? Ну, ничего страшного. Сегодня уже можно немножко, слышишь, духом добраться. Тут же тренера пришли. Тренера на нашей стороне. Так что можно немножко повыпендриваться. В сегодняшнем выпуске вы познакомитесь с нашими тренерами, двумя чемпионами Лиги Найза, двумя чемпионами в легком весе. И первый — это обладатель двойного пояса Лиги Найза и Лиги Fight Nights Фаниль Фархатович Рафиков. Не смотрели его бой, обязательно гляньте с Нариманом Аббасовым. Реально очень напряженное, горячее зрелище. И заслуженно Фаниль в этом бою стал чемпионом сразу двух организаций. А второй — это его, возможно, будущий оппонент и тоже обладатель пояса Лиги Найза в легком весе Даниил Донченко. Молодой, перспективный, победил в реванше против Каныбека. Бой, можно признать, боем года, очень крутой, кровавый, напряженный. Два крутых чемпиона, два парня, с которыми связана Лига Найза, и они станут тренерами Найза Camp Reality. Каждый день вас ждать очень крутые и интересные челленджи. Но чтобы участвовать в челленджах, вас нужно разделить на две команды. У нас есть два крутых тренера, Данил и Фаниль. Сегодня они отберут себе своих крутых спортсменов. Сейчас я выбираю первый, и первый 100% будет Хазра. Давай, брат. Ты что, не рад, что ли? Добро пожаловать. Пойдем. Брат, ударки, руки. Так, у нас... Начали делить на команды. Получилось так, что я попал к Фанилю Ага, куда я и хотел попасть, потому что, ну не знаю, он мне нравится тем, что как бы он такой, как сказать, харизматичный гангстер. Это наш старший брат, можно сказать, он всегда же поддерживает, даст советы, где надо. Еркебұлан, Алдияр, Райыстар, енді үшеуі мен командам болса екен деп біледім да, енді өзім бауырларым ғой. Бірақ енді біздің қолымызда емес бәрі. Ну что, жигиттер, все, уже вообще другие ребята. Поделились на команды. Ты же там вчера хотел на команды. Вот поделились. Директор. Ты доволен? Если я зам директор, мне нормально. Да, нормально. Ну все тогда. Это командный забег. На финише вас будет ждать сюрприз. Испытание вроде бы звучит банально, это забег на скорость, но есть нюансы. Проигравшей команды будет назначена та, чей участник пробежит последний. Неважно, насколько ты быстро бегаешь, важно то, насколько ты хорошо работаешь в команде. Мне кажется, пацаны в шлепках. Если бы они бегали. А вы что, кто-то из вас в шлепках, что ли? Это Бора, брат, Бора. Не настолько себе уверен. На руках подержи. Мен вообще біздерге ондай ештеңе айтылған жоқ, ештеңе күткен жоқпыз. Мен вообще тапочкамен жүрдім ол жақта дейтін. Тәпішкімен жүгіртіп тастайын тұр, не істеймін, мына Бекс тұрады да, бля, сау болсын, Бекс, красавчик, апачи. Қандай десең, бұдан кейін ұтылмау керексің, тамыр. До конца. Откуда? Нормально? Мынандай көресің, брат. До конца жүгіресің ғой.
Ты, бля, просто не добежишь, бля. Фанил, кроссовки. Не, ну, бля, по-человечески, бля, в чем босиком? На старт! Внимание! Марш! Олимпет. Титульный партнер Найза Camp Reality. Широкая линия, высокие коэффициенты и множество акций на сайте и в мобильном приложении компании. Получите от боев максимум эмоций вместе с Олимпет. Я в основном в Алмате тренируюсь. В Алмате там меду, да, вот такой вот подъем там. Там, чтобы добежать нормально, надо человек-спортсменом быть, чтобы я же до Горельника добежать. Блин, я вначале как-то газ дал, втопил. Думал, мы там зарубимся с одним парнем, уже забыл, как его зовут, но он что-то как-то отстал, и потом я тоже расслабился, как-то темп сбился чутка, прибежал в итоге третьим, ну, в принципе, нормально. У меня пробежка удалась. Но еще раз повторяю, вы тут командный забег. Мы считаем не потому, кто пришел первый, да. Базару нет. Здесь, короче, команда Фаниля пришла первой, да, вот. Вот так же, без команды Фаниля завершил этот забег ты, да, брат. Ты вообще нормально у тебя? Бегать я вообще не люблю и бегаю плохо. И я понимал, что в принципе, скорее всего, я прибегу последним. Я извиняюсь перед своей командой, что вот так подвел. Теперь Базар счет 1-0, сколько команда Денисте, теперь команда Фаниля. У вас еще есть возможность вырваться вперед. Ну или вы вам укрепить свое лидерство. А это что? Смотрите вот в эту сторону. Что увидите? Ребята знали только про бег и знали, что в конце их ждет сюрприз. Сюрприз — это второе испытание, это классические подтягивания. Все любят турнички, и сегодня мы узнаем, насколько ребята хорошо владеют своими руками. Но что здесь важно? У нас командный вид спорта, и самое главное — показать командный зачет. То есть потянуться всей командой максимальное число раз, а не кому-то одному потянуться 100 раз. Раз, два, три. Партнер Найза Camp Reality, букмекерская компания Олимпет. Олимпет – это широкие линии, большие коэффициенты, кэшбэки реальными деньгами и умопомрачительные розыгрыши. Регистрируйся и погружайся в мир спорта на полную. Твоя первая ставка уже застрахована. А говорили чистый, бля. Что вы делаете? Смотри, он руки вот так. Вообще не спускайся. Нормально. Это не считается. Давай, брат. Я уже команда үшін жұмыс жасап отыр ғой, уже бауыр емес бұл жерде. Уже енді мен кеше содан кейін түсіндім, уже бұл жерде бауырларың үшін емес, командаң үшін табит ету керек. Соны түсіндім. Енді иә, ұмытылып кетті. Маңғыстау немес, Альберген өзім қасымда жүрген бауырым. Бірақ енді финалға жету үшін будем газовать до конца. Жирма. Еще раз, сколько? 20. Давай, брат, еще, давай. Поменяй хват, если прям сильно устал. 22. 22. И давай, газуй. Последний. Я последний. Нас сделал. Брат, вот честно скажи, Альпа, вот сейчас как ты тоже сделал в конце? 6. Ну честно скажи, сам же меня критиковал сейчас. Не, как ты? Ну ты же критиковал же меня. Да? Ты тоже... Посчитали же твое. Не, базару нет. Ну базар, зачем тогда критиковал? Модель твою посчитали. Ну посчитай, ты сам же сделал так же. Ну ты же сам же сделал. Не все же. Ну не все, Гарас, ты же сам же сделал, знаешь? Делай. Ты на камеру говоришь. Почему на камеру? Пойдем на камеру. 34. Эй, Бена, 37. это интуиция. 38. Это интуиция. 39. 40! Вот это что такое? Вот первый спойлер. Что они неправильно подтягиваются? Как ты? Ты перепрыгиваешь? Наблюдал за то, что он ответил ему. Он ответил ему. Не махайся руками, Бороша. Че руками махаешься? Я не ору, это ты Я орешь. мог сказать нормально подойти. Как нормально? Что, не нормально, что ли, баловый? Не веди себя так. Это ты махаешься. Чем я махаюсь? Руками не махайся, я тебе говорю. Я так разговариваю, что Не разговаривай, когда со мной общаешься, руками не махайся, понял? Что с тобой случилось, папа? Успокойся! Что с тобой случилось? Ты что Зачем ты меня выводишь? Ар жақта бексін айқай шығады, Беслан жаңағы
одан кімнің әлі бергенін шыдай алмай ана қолмен бүйтіп не істеп указать етіп көрсетіп жатқандарына басы кетіп қалды, сөйтті сол жерде хайуаслық кетті ойламаған жерден. Не ты меня будешь успокаивать, успокойся, что я не экаю? Ты думаешь, что это был, охуел, что ли? Девочка, не стой. Не стой. Пацаны, тестостерон, все такое, все дела. Как бы там друг друга не так допоняли, и все, и понеслась. Но что хочу отметить, у нас не было никаких таких провокаций. То есть никто специально не должен, ну, не делал вот, просто вот докопаться там или еще что-то, вот, не выдавливать конфликт. Все было по-настоящему, и по-настоящему решили. То есть пацаны дали по итогу по рукам, все замяли, все друг друга поняли. Честно, я была в шоке от этого конфликта. Я была в шоке от того, насколько быстро он разгорелся. Потому что мы старались донести ребятам, что мы снимаем шоу без грязи. И давайте делать акцент на другие вещи, на спортивные показатели. И вдруг я вижу Альбергена таким, как он вспыхнул. Но я хочу рассказать про другого Альбергена, которого я видела совсем с другой стороны. Когда мы утром вышли на пробежку, вдруг откуда ни возьмись на набережной появился мальчик, совсем ребенок. И мальчик плакал, он потерялся, он потерял маму. И вот ребята все остальные, они как-то занимались своими делами, там, спрашивали про задания. И только Альберген подошел к нему, начал с ним разговаривать, начал успокаивать, нашел воду. Он не остался равнодушным. Мама вот нашла. И я считаю, что этот поступок характеризует его как человека с большим, с добрым сердцем. Возможно, он вот эта горячая кровь в нем сыграла, но внутри это добрый, хороший человек. Давайте я сделаю это одной рукой это сделаю. Одной. Он приносит победу команде одной рукой. И все, мы выиграли. Общий счет побед. Да. В синей команде не хватает человека. Совсем скоро он должен приехать на проект, вы узнаете его имя. Я думаю, что оно вас порадует. Поэтому наш ведущий Шакентий вызвался помочь ребятам и закрыть их подтягивания. Чистыми 136. Чистыми ма? Бізде чистыми бар ғой, чистыми. 164 ғой. Ну что, пацаны, красавчики, в натуре. Понравилось вам тренировочка? Да, конечно. Да, не от души. Да. Ну что, а теперь перейдем к нашему сегодняшнему сюрпризу. Проигравшая команда завтракает сегодня просто изысканным блюдом. Это у нас будет каша и вода. А победившая команда сегодня, команда Данила, вы сегодня нормальный дастархан вам накроет. Все, что хотите, да? Біздер ұтылдық, келсек завтрак жазып қойды, тоже фанилікке бөлек, данчинкінге бөлек. Бізде жаңағыдай каша, су, өздері айтқандай солай тұр. Дышать не забывайте, братья. Вкус победы дейді ғой, енді ол да бөлек нәрсе екен енді. Вместо нормальной еды нам дали кашу, дали с водой, прикинь, кашу с водой с утра, мы там сколько тренировались. Ну ничего, каша тоже хорошая, все чемпионы кушают кашу по утрам. Попробуйте. Воины специально для вас приготовили кашу. Пацаны кушали кашу, нам тоже не по кайфу стало, как бы мы там все поговорили, обговорили момент, решили им тоже как бы этот со шведского стола принести там, так сказать, дастархан накрыть. И они как-то, не знаю, мне показалось, они не очень себя повели в этом плане. Да. Вы знаете, что вот здесь есть еда, и вы можете в любой момент подсесть к нам и есть. Мужская сәлданыс дейді ғой, командамен барып, осы тамақтарды алдықтар да оларға қарай бердік. Чтобы уважение, бірақ дейтін фанель енді не істеп қалды, андай, ой, мен жемеймін, алмау деп өзінікін істеп қалды. Бірақ енді ұтылды да ұтылды білу керек қой, үйрену керек қой. Не восстановили, белка не Да, в Казани-то кашу, в Казани. Букмекерская компания Олимпет. Партнер Найза Кэмп Реалити. Лучшие коэффициенты, широкие линии.
Регистрируйся и сделай просмотр боя еще интереснее. Я дам такую хитрость для спарринга. Если вы проходите в одну ногу щитком, уйти фактически невозможно. Поэтому кто борется, не стесняемся заходить именно в щитки. Тренировка жақсы болды, ойдағыдай болды. Бізде в основном Данил өзі күресіп, өзі бізден бірге дайындалғанда қалай? Өйстесіңдер, бейсесіңдер, в основном фокусы грэпплингке қойды да. Доченька, я смотрю, он более, да, такой, с ними там, ну, знаешь, компанейский такой, да, там что-то пытаются, то угорают, да, там ходят туда-сюда. Но на самом деле, знаешь, как Фаниль больше наш такой наставник такой, знаешь, ну, лишнего не говорит, знаешь, сказал по делу. Ну, я понимаю его прекрасно, потому что мы не дети. Он сказал, значит, так и надо будет. Вся первая отработка, все смещиваем, ручки, либо ножки. Работаем обычную дойку. Раз, два, три. Ошондо тренировка бітті. Мен бізде тренировка жасап жатқанда бізге айтты, короче, күштерін көп салмаңдар, спаррингқа дайындалыңдар деді. Бірақ кім екенін именно айтпады, в общем. Уверен. И не спеши, не спеши, работай. О, хорошо. Не крути, успокойся, не крути. Провалил, отдал. Хорош! Зашел! Выкручивайся! Крутись! Не спеши! Держи, не спеши! Не спеши! У нас еще 3 раунда! Побей корпус! Да. Он забивается! Хорошо! Крутись! Не забивайся! Не забивайся! Хорошо! Плотнее! Локтем на шею! Стоп! На него! Хорош! Тяни! В этом бою Поливон выиграл синий угол. Екі айда ғой барып жүрген бе күрес қойын деп. Нормально уже. Огорчаться не пей. Все нормально. Что? Не всю Сегодня проиграл, завтра выиграл, не разница. Если сегодня без шансов, значит нужно трудиться больше, тренироваться. Огорчаться не пей. Все нормально будет. Приедешь домой, будешь газовать. Жаңа қазір ақпарат мен кішігірім бой болды. Сол боймен қарастырдық, өзімізді сынадық. Первый раунд, let's go, погнали! На уверенном. Стой. Ножки работают. Хорош. Хорош. Аккуратно, не пройся. Хорошо, есть! Вперед, контролируй, не спеши, стой, не спеши. Локоть на живот. Стоп. Не спеши, не забивайся, держи аккуратно, не забивайся. Сейчас он будет крутиться, держи аккуратненько, не спеши. Не забивай. Давай, пошел, сел, аккуратненько, заходи на сторону. Заходи. Вот, молодец. Ана жақта қазір менің командам баласы болғанмен, енді анау мен бала кезден жатқан інім ғой, енді қиналып кеттім. Дым айта алмай жатырмын, бүйт сөйтіп айта алмай жатырмын. Хорош, ты делаешь, сейчас задушишь, давай! Задушишь! Тяни! Хорошо. Иди ногами. Иди на него ногами. Иди ногами. Крути его, крути. Есть. Хорош, залазь. Нормально.
Если честно, дайындық болған жоқпын енді. Тренировкадан жоқ болды. Строго жұмыс жасап кеткенбіз ғой. А так күрес керек, грэпплинг керек. Көңілімнің бәрін стойкке өріп тастаған ғой. А так нормально, сәттілік қалғандарына. Шо бәрі. Гангстер, не гангстер, мне какая разница? Я Ронин вышел, свое дело сделал, катану, вытащил, потом обратно засунул. Закон победителя, упорный труд. Выигрывает тот, кто трудится, вот и все. Че, мы стоим перед комнатой ребят, они себя очень круто показали, что утром, что вечером, они реально молодцы. Мы выиграли 2-0, поэтому я решил купить ребятам вот подарки и взять свой пояс, оставить его, потому что это мотивация. Енді былай сырт келуетінен былай білінеді адамы қандай екен деген сияқты түрінен. Былай жақсы жігіт, біздің бірге араласып қоямын. Дос, былай қарап тұрсам, менің құрдасым 2001 жылға. Кәдімгі дос сияқты, кәдімгідей бұрыннан бері араласатын адам сияқты араласа береді да, ондай кішкене тәкаппарлығы бойында ондай ештеңе жоқ та, конкретно. Все, вот вам подгончики, фрукты. Все, вот как вы восстанавливаетесь? Ничего не болит? Нет, все скайф. Да, вот вам пояс, ребят. Где хотите его ставьте. Он до конца будет с вами. Вот, не сломайте. Вот он должен, короче, вас мотивировать. Я же там белозянец, понимаю, вас будет нормально. Сейчас проверим. Что творит наш капитан? То, что мы сегодня там что-то проиграли, там что-то там произошло, мы даже вообще, в смысле, это не всерьез воспринимаем. Это первый тур. Нет, начало. Только начало, вообще даже мы даже не унываем. Смотри, как он заряженный. Хоть кашу будем хавать, хоть на полу спать, даже мы скоро... Пусть они смеются. Сегодня второй наш выпуск. С утра вы очень весело проснулись, очень весело пробежали, очень весело поподтягивались. Особенно, да, Альба? Нормально, весело, все, очень дружно, все весело и у вас идет. Кто что расскажет вообще в целом, как она у вас идет? Про подъем и текст такой. Морда в пол такой было? Да. Было такое ощущение, что нам вот только не хватало вот так, чтобы нас положили, и все, в принципе. Понравилось? Да, вы глаза открываешь, глаза открываешь, прикинь, перед тобой бойцы Найза, чемпионы стоят. Я как офигел от жизни, я думаю... Ты проснулся, опять заснул, да, резко? Сплю, что ли? Проснулся такой, о, фаниль! Опять такой уснул. Они же потом, когда проснулись окончательно, второй раз все здоровые. Не осознавали, да. Хотите так каждый день просыпаться? Нет. А пробежечка? Пробежка. Пробежку я сегодня дал, короче, всем же. Никого не почувствовал, я первый добежал. Подожди, ты же газу дал, да, в начале? Я с тобой же бежал. Вот он, газу дал, я думал, он до конца до Тала топить будет. А он потом сдулся, я тоже как-то чуть подрос. я топил, да? Да, он потом, он как топил, я, уже так чуть. Был последний, стал первым. Что у тебя с руками, кстати? Это 40 подтягиваний. Да, весело поподтягивался так-то. Ну, ради команды это вообще... Молодец. Красавчик ты. Ну вот теперь, Беслан, Альба, у вас сегодня такая у вас эмоции захлестнули, просто начали. Нет, ты не так подтягиваешь, вот так вот надо. Это понял, знаешь, физруки поспорили. Знаешь, какой момент произошел? Да, бой физруков, короче. Да, вот знаешь, какой момент, вот все подтягиваются, каждому хочется выиграть, понял? И вот мы зацепились, понял, вот глазами, понял, вот этим. И все, и пошло. И ты не так, я не так, то есть это знаешь, какой момент. Я это говорю как, то, что... это означает то, что мы хотели соперничества вот этого. Вот и он, и я, вот да, некоторые ребята хотели мы этого просто выиграть, да, и вот эта эмоция просто схлестнулись уже, и пошла жара какая-то, и же потихоньку. Ну, я скажу так, что нормально решили, нормально пообщались, короче, и закрыли этот вопрос. Короче, он все равно не признает твои подтягивания. Все равно отношение чуть меняется. Наших людей. Но меняется, я тебе скажу, знаешь, из-за чего? Меняется, наверное, из-за того, что я конкуренцию создаю очень серьезно. Ты же говорил, что нормально я подтягивался. Нет, ты вначале нормально подтягивался. Ну, я же нормально подтягивался. И в конце, В конце, короче, как он, короче, тебе в конце и в начале какая разница? Я же нормально подтягивался. Ты же говорил, да? Я в начале нет, да? Сколько раз ты подтягивался? 22.
Нормально. Нормально. Что, не голодные? Вы, кстати, не голодные? Да, каша бомба была. Она правда залетела. Но сегодня наш капитан пришел к нам, арбуз принес с дыней. Уфу, и как мы покушали. Я за своего капитана говорю. Бізге поясмен берге алып келді, конкретно поясмен. Да, вот за своего. У нас слаще было. У нас слаще было. Ладно, давайте теперь. После каши, конечно, арбуз будет. Давайте спросим. Давайте узнаем про ваш спарринг. Кто спарринговался с кем, как он, доволен ли собой тот, кто, вот, допустим, считает, что он выиграл, и в чем была ошибка того, кто, соответственно, проиграл. Бүгінгі спарринг жақсы өтті. Өзіңе ұнады? Иә, өзіме ұнады. Кішкене аз-маз банчтар алып қалдым. Сосын Хазрат брат нормально, молодец. А так, жаман деп айтпаймын, жақсы жасайды. Ашкең шешіп көрсетші деген балдар ғой. Же, нормально. Какой-то у тебя скилл есть енді, кішігірім, күрестен болсын, по стойке? Иә, сол күрестен ғой. Күрестен алып тұр ғой сені? Иә, күрестен алып тұр ғой. Негізі бар ғой, бір стойкада түйісіп көру керек бұлар дейді. Чисто стойку кеше отбор слой болды. Если по минутку болатын болса, екеуін түйісті жүреді. Хазрат молодец, жақсы. Ол күресетін бала, мықты бала. Алдияр өзім інім. Тоже стойку жасайтын бала. Алдиярға барып айттым, ол күресетін бала, лучше сен онымен күреспе, чисто стойку жаса деп та. Хазрат сразу түсінді, он стойку жасайтын. Барты күресіп кеттік. Хазрат, что скажешь, как ты? Как тебе сегодняшний спарринг? Знаете, я такой боец, я умный и хитрый боец. Если я понимаю то, что, ну, мне лучше сделать так, я лучше сделаю так. Я не буду там до талого в стойке рубиться, там, свое лицо портить, я им зарабатываю. Чуть подвигался в стойке, там, отвлек. Когда вскользь пролетел его удар, я понял то, что я больше в стойке не хочу драться, сразу пошел. Ты почувствовал мощь? Да, очень хороший удар у него, крепкий. Вот. Хорошие мысли, говорит, пропускать не стоит. Джигитера айтайм, там стойка, там чисто, там тобилейс. Это ММА, пацаны. Это не шоу про бокс, это не шоу про кикбокс, это не шоу про стойку, это шоу про ММА. У кого голова больше работает, у него сегодня голова лучше сработала, как он говорит. А там, давай там подеремся в стойке. Хотите в стойке драться, идите в другое шоу, идите в шоу по кикбоксингу. Поэтому, да, там договариваться, там зарубиться хотите, рубитесь именно в ММА, потому что это шоу про ММА. Здесь нужно уметь все, и бить, и бороться. Если человек интеллектуально превзошел тебя в каком-то аспекте, надо и над этим поработать. Поэтому я вам уже, пацаны, говорил, что надо серьезнее отнестись. Хихи-ха-ха, это хорошо, но здесь бьют по голове. Впоследствии это все может отразиться на вас. Не на мне, не я выхожу, не меня бьют по голове сегодня. Поэтому чуть-чуть посерьезнее. Вот все. Ал екінші спарринг бізде кіммен болды? Ақтөбе жігітмен болды. Біздерге мысалы тренеріміз келіп айтты ғой, типа, кто хочет, тот и дерется деді. Қазір айтыңдар. Кто проиграет, тот вылетает деді. Кім бар желаниесі деді. Бізге солай айтты. Бірақ оларға қалай айтқанын білмеймін. Біздерге келді айтты, типа, сендер неге мына братты неге шығармадыңдар, ол новичок қой, білмейсің ғой дегенде. Бірақ біздерге басқаша түсіндірді да. Вот сондай, соны айтайын деп. Иә, олардың екі бала кеше отборда өтпеген балдар ғой. Екі бала, қарсаңызға. Бізде екі бала кеше отборда төбелескен жоқ қой. Сол себепті Фаниль солай қабылдады. Екі кеше төбелеспеді ма? Значит, бүгін төбелессін деді. Солай төбелестірді. Сосын мен мына жаққа да айттым да, сендерде де давай төбелеспеген жігіттер бар ғой. Допустим, отбасын келіп төбелессін. Сосын сөйтіп айттым. Жаңағындай уже бұлар уже соперник шығарып қойған, екі адам дайындап қойған. Сосын мен жақсы онда төбелессеңдер, төбелесер. Вот, в общем, я хотела сказать, почему я решил дать выбор своим бойцам. Ты тоже сделал выбор, чтобы из команды люди сами проголосовали? Да, нет, я про бои говорю, про спарринги, да. Почему я это решил сделать? Потому что в боях очень сильно играет важную роль психология. И в первом туре я хотел выявить вот тех самых ребят, которые не боятся рискнуть всем, потому что они реально, они же не знали, может, я их хочу поставить в последнем туре, в первом туре. Они, ну, то есть, могли не брать этот риск. И знаете, вот по стилю ведения боя я люблю часто брать риск. Ну, не стоит так делать, потому что потом на лампочки смотрите по вечерам. Ну, это такое, в общем.
И это ребята, которые не побоялись взять риск. То есть я уверен, что у меня в команде много таких. Просто они были первые, просто вот так успели, до них вот эта информация первее дошла, короче, мозг реагировал, они сразу вот так вот. И это очень много значит, и это как такая проверка была. Дальше я буду выбирать бойцов для боя, дальше у нас не будет волонтеров, дальше я буду ставить на спаре, на бой. Да. Ко мне сегодня с вашей команды подходил, вот, как брат зовут? Бейбарс. Бейбарс подходил, побороться хотел. В общем, из-за утреннего забега я чувствовал, что за мной имеется небольшой такой косяк. Но мне хотелось реабилитироваться, потому что я, в принципе, понимал, если я сейчас себя не покажу, не проявлю, то день-два, то есть, как мы сегодня видели, пацаны бы могли просто убрать меня, и это было бы по-честному, то есть, никаких предъявок к ним не было. Поэтому мне пришлось чуть-чуть на себя одеяло вытянуть, и я вызвал Бейбарса. Ты готов сделать этот бой завтра? Да, в следующем выпуске. Ребят, давайте. Амстердам, let's go, Бұл жерде кім мықты, сол жеңіске жетеді. Келесі сұрақ, бүгін бізде енді өкінішке орай қоштасу керек, каждый команда бір-бір участниктен. Да. В каждом выпуске мы должны прощаться с нашими участниками. Команда Фаниля и команда Данила должны выбрать одного участника, с которым мы сегодня попрощаемся. Вот ты говорил, что команда пусть сама определит, что... Да, сейчас раздам листочки, рандомно проголосуют. Конечно, буду сам отталкиваться от своих каких-то предубеждений каких-то, да. Ну, доверюсь, как раз здесь и будет. Я еще раз говорю, да, здесь и откроются те люди. Можете прям писать, кто голосует, можете не писать, без разницы, да. Фаниль, өзің таңдаған дұрыс болатын сияқты, біздер дейтін уже бір жерде жатамыз, бірге сөйлесеміз, бірге тамақ ішеміз. Еще раз говорю, ребят, спорт эгоистов. Сейчас бы как вы не лежали здесь там, не обнимались, в финале будет один, приз получит один. В Таиланд ты всех 8 человек не возьмешь, контракт на ИЗУ на 8 человек не рассчитан. Поэтому даже у себя в команде надо быть и задумываться о том, что победитель один. Біреуді атын жазудың өзі біздерге дейтін неприятно болды. Енді сонда да жазу керек болды біреуді. Бәрі жазып отқасын. Жаздым бір баланың атын. Более чем уверен, то, что много газа было в нашу сторону, то, что нас хотели выкинуть, там, меня, Глеба, который вот не местный, там, не из Казахстана и так далее. Голосование қалай болды? Как прошло все? Как твои мысли? Что думаешь? Я же как и говорил, дело коснулось одного места, и все проголосовали за того, кто на данный момент слабее. Это не означает, что человек слабый или еще что-то. Это означает, что в данный момент он среди всех оказался самой уязвимой личностью в этом. И в этом никто не виноват, кроме него самого. В моем случае все реально намного сложнее. У меня интриги расследования. У меня 2 победителя, и в нашей команде сегодня победителя. С сегодняшнего дня, сегодняшних спаррингов, показали себя все хорошо. И мне очень трудно принимать такие решения. Ребятам очень трудно, потому что их голоса очень сильно разделились. Тут есть такое понятие, что это проект. Да, это проект. И вот так вот мы... Поэтому мы готовы, и мы принимаем тяжелые решения, и нам придется попрощаться с 2 бойцами. С 2 бойцами с команды Фанила и команды Данила. Сөйтіп, бүгін біз қоштасамыз. Итак, на сегодняшний день, это сегодня 2-й выпуск проекта Найза Camp Reality. И мы будем сегодня прощаться. Бейбарс. И из команды Фаниля это будет Карлыбай. Өте былай істейік, бұл меніңше жігіттер мысалы келіп, әлі ашылмаған болуы мүмкін, да? Да, давайте мы сделаем так. Самое главное в этом проекте — это спортивная составляющая. И чтобы наши любители Найзы, любители Найза Camp Reality, чтобы завтра не подумали такого, что вот, типа, что-то начинается, типа, вообще, парни, вот, Бейбарс даже там не показал себя, тот не показал, тот не показал себя.
Сегодня никто не вылетит. Если честно, не знаю, да, ощущение. Я думал, они сразу идут, да? Қалады деген кезде мен ойландым оған. Тіпті ол дейтін ештеңе қарамай тап кету керек до конца болды. Кім алдына келеді, бәрін ұру керек, соғу керек, құлату керек уже. Өзін көрсету керек қой до конца, былай айтқанда. Но, Бейбарыс Қарлыбаев, бүгін сендер осы жобада қаласыздар, бірақ ертең вы такой красной зоне деп айта салайық. Бірақ ертең бізде әр командадан бір адамнан емес, екі адамнан кетеді. Завтра покидает этот проект 4 человека. По 2. Да. У вас, пацаны, есть один день, и... Ну, я думаю, что исход не изменится, как я и говорил. Оно, ну, это естественный отбор. Я вам, ребят, сколько раз говорю и говорил, как бы вы ни братовались, как бы вы там не ужинали вместе. И это нормально, это называется здоровая конкуренция. Да, мы давайте на этом грустном, но такой, который мы выверли такой, в хорошую сторону ноте мы заканчиваем сегодняшний наш выпуск Найза Camp Reality. С вами были Бексултан Апачи и Шако и Алдиярчик. Ты че? А также наши тренера Фаниль, Данил. Ну что, увидимся через неделю. Шайқасын келсе. Виктор Шайқас! Нет, есть! Есть! Біз футболмен өмір сүреміз. Өз бойымыздағы тың күштерді ашамыз. Жарқын эмоциялар. Олимпет. Қазақстан спортындағы номер 1 инвестор.